Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Прошу вас пройти к трибуне. Еще раз здравствуйте, уважаемые судьи. Мы свою правовую позицию вам передали в письменном виде. Основные моменты нашей позиции заключаются в том, что мы считаем, что доводы, представленные обращающейся стороной в лице Алмазбекова, Куатбекова, являются необоснованным по следующим основаниям. Действительно, наша Конституция в статье 29 указано, что не допускается сбор, хранение, использование, распространение конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом. И каждому гарантируется защита, в том числе судебная, от неправомерного сбора, хранения, опять же, от распространения конфиденциальной информации, информации о частной жизни. В части вот сегодня был вопрос уважаемого судьи, что действительно различаются ли, что когда и в моей правовой позиции мы тоже говорили, что говоря, статья 29 относится к 11 главе, которая относит личные права и свободы, и здесь стал вопрос. И здесь действительно мы не можем делить наше общество на на человека и, скажем, налогоплательщиков, да. Но в данном случае, если рассматривать в контексте уплаты налогов, мы говорим о том, что эти права присущи человеку, но когда человек становится индивидуальным предпринимателем, налогоплательщиком или создает юридическое лицо, и он переходит в другую плоскость, он вступает в государство, в отношении которой его деятельность направлена на извлечение прибыли, соответственно, получение прибыли, соответственно, на него возлагается обязанность уплачивать налоги. И в этом контексте, что если человек, он не является налогоплательщиком, не занимается бизнесом, его информация о его счетах физического лица, она действительно относится конфиденциальной, которая не подлежит распространению, и ее получение должно достигаться путем обращения в судебный орган, то есть получения. Да? А когда речь идет о том, что эти же лица, которые все-таки стали предпринимателями, создали юридические лица, они в другой плоскости с точки зрения 50 статьи Конституции, то есть они обязаны уплачивать налоги, соответственно, они должны как-то, и вступает в отношения, при котором говорит, что я предприниматель, я буду платить налоги, вы можете меня проверить, соответственно, я если получаю прибыль, я должен получить эту прибыль. Вот в этом контексте мы давали позицию, что здесь надо правовое положение физического лица, не являющегося налогоплательщиком, разное правовое положение отличается от правового положения налогоплательщиков, то есть они состоят из индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Также хотелось отметить, что в соответствии с статьей 67 Закона Кыргызской Республики о банках, банковской деятельности, и в случае, если речь идет в отношении физических лиц, информация об открытии, закрытии и наличии счетов, орган налоговой службы, получив указанную информацию от банков, обязан обратиться в судебные органы с тем, чтобы получить доступ к информации об операциях, проводимых на счетах физических лиц. То есть уже законодательство, в принципе, определило, да, что правовое положение физических лиц и налогоплательщиков различается, и действительно в соответствии с требованием Конституции, чтобы получить доступ к информации к банковским счетам физических лиц, необходимо обратиться в судебные органы. Также я хотел отметить, что, как мы сегодня сказали, что 29 статья говорит о том, что не допускается сбор, хранение, использование, распространение информации, кроме случаев, установленных законом. В соответствии с законом о нормативно-правовых актах налоговый кодекс является кодифицированным законом и, соответственно, который обеспечивает системное регулирование однородных общественных отношений и кодифицированный закон. И, соответственно, 146 статья именно относится к тому случаю, когда Конституция прямо отсылку делает, что в случаях, установленных законом. На момент подачи обращения, обращающей стороной, у нас статья 3 статьи 146 говорит, что порядок
порядок и требования к информации определяются Кабинетом министров. 3-4 июля 2024 года постановлением 363 было принято постановление Кабинета министров об утверждении порядка предоставления банками, платежными организациями, операторами платежной системы информации органам налоговой службы согласно предложению. И я все не буду говорить, просто хочу обратить на это предложение, на этот порядок именно на пункт 15, что для получения информации о операциях, проводимых на счетах проверяемых физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, а также информация о текущем состоянии их счетов, орган налоговой службы направляет письменный запрос в банк с указанием фамилии, имя, отчества, персонального номера физического лица, запрашивая информацию с приложением копии вступившего в силу судебного акта. То есть в данном положении, если говорить, в данном порядке, который утвержден Кабмином, уже заранее оговорено, что если речь идет о физических лицах, которые не являются индивидуальными предпринимателями и субъектами налогообложения, то только закрепляется судебный порядок получения информации об их счетах. Это постановление выслало позже. Я прошу учесть, что при рассмотрении нашей позиции, то есть данного дела, учесть наличие данного постановления и порядка, который утвержден Кабинетом министров в соответствии с частью 3 статьи 146. Говоря о том, что данное положение, указанные в обращении, противоречат части 2 статьи 63 Конституции, можем сказать, что часть 2 статьи 63 говорит, государство гарантирует каждому защиту персональных данных, доступ к персональным данным граждан, их получение осуществляется только в предусмотренных законом случаях. И мы считаем, что здесь также нет противоречия, потому что, в принципе, государство, она гарантирует, но, видите, и в законе о банках, банковской деятельности через судебный порядок получения информации, в положении, в самом налоговом кодексе. Но я считаю, что статья 146 именно затрагивает взаимоотношения налоговых органов и субъектов предпринимательства, которые обязаны платить налоги. И в связи с этим у нас как бы позиция о том, что здесь нарушения Конституции нет, потому что имеется в виду разное правовое положение физических лиц, не занимающихся предпринимательством, и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые осуществляют экономическую деятельность с целью извлечения прибыли. Ну, Конституция также уже мои коллега сказал, что каждое физическое лицо обязано платить налоги, и то, что таким образом, налоги, то есть плательщики налогов являются граждане, лица с иностранным двойным гражданством, лица без гражданства, обладающие налоговой правосубъектностью. При этом особую категорию физических лиц плательщиков налогов составляют индивидуальные предприниматели. То есть, соответственно, мы должны, когда рассматриваем это дело, посмотреть правовое положение, о ком речь. Поэтому вот в 11 главе мы говорили, что есть личные права и свободы граждан, и есть те же права и свободы граждан, но если ты вступаешь во взаимоотношения с государством с целью извлечения прибыли и, соответственно, обязанности платить налоги, они чуть-чуть различны. В целом у меня все, если есть вопросы, я готов ответить.